Заря-1. Зажигание. Понял, дается зажигание. Предварительно. Желаю вам доброго полета. Я Заря-1. Мы сейчас желаем вам доброго полета. Все нормально. Поехали. Знаменитая «Поехали», которая облетела весь мир и взбудоражила всю общественность. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин отправляется в открытый космос. Со станции провожают его первые лица государства. На их глазах проходит переломный момент в истории человечества. Все внимание приковано к мониторам. За час до полета экстренно принимается решение заменить негерметичный прилегающий люк. Зато в самом экипаже не так напряженно. За 6 минут до старта Гагарин просит у Королева поставить музыку. Юра, ну не скучаешь там? Если есть музычка, можно немножко пустить. Я Заря-1. Ну как, музыка есть? Пока музыки нет. Помнит он о былом. Великий день изучен по секундам. Приоткрыть завесу тайны, каким он был, теперь может каждый благодаря сайту Министерства обороны. Там опубликованы уникальные архивные документы. Среди них служебная характеристика на старшего лейтенанта Гагарина во время его пребывания в центре подготовки. Космического первопроходца отличали общительность, оптимизм, здоровый юмор, вежливость и дисциплина. Я обыкновенный русский человек. Каких у нас в Союзе очень много. Такой же, как десятки и сотни тысяч советских юношей и девушек. С полета Юрия Гагарина началась история освоения околоземного пространства. Сейчас 2 российских космонавта несут вахту на Международной космической станции. Олег Артемьев и Антон Шкаплеров обещают, что вскоре люди откроют базу на Луне и ступят на поверхность Марса. Но в ближайших планах России корабль «Федерация» и носитель для освоения дальнего пространства. Мы, граждане страны, которая открыла космос для всего человечества. Наша страна запустила первый искусственный спутник Земли. Наш Юрий Гагарин первым из землян полетел в космос. Сегодня отечественные ракетоносители и космические корабли доставляют нас и наших коллег из других стран сюда, на Международную космическую станцию, для работы в этой грандиозной лаборатории. Мы уверены, что совсем скоро человечество выйдет за пределы околоземной орбиты, и мы полетим дальше. Мы создадим обитаемую станцию на поверхности Луны и ступим на Марс. Мы совершим еще много великих открытий. Открытий, которые будут помогать всем, кто живет на Земле. На сегодняшний день еще ни один ингуш не смог покорить космос, как это сделал легендарный Гагарин. Тем не менее, наши земляки продолжают трудиться на космодромах в качестве инженеров и конструкторов. От простого инженера до начальника отдела Центра управления полетами космических кораблей в Королеве. Такой непростой жизненный и карьерный путь прошел Умалат Марзиев. Первый ингуш, который занял подобную должность, никогда не планировал связывать свою жизнь с космосом. Мечтал стать историком, но сама судьба свела его с неба. Моя учительница в школе, которая была, особенно учительница по химии, я даже не знаю, почему она, все время говорила: тебе надо идти авиаконструктором, тебе надо идти авиаконструктором, вот туда-то, туда-то. Я даже не знал, что есть ли такой институт или нет, мне в голову не приходило. У меня была мысль, стать историком, а для этого историко-архивный институт. Я понимал, что вот это, так сказать, он более расширенный, чем педагогический институт. Но поскольку она так сказала, и после окончания школы я написал, так, думаю, может дойдет, а может не дойдет, вот в ректорат Московского авиационного института. И второе письмо я направил в Бакинское высшее военно-морское училище. Из моей первым пришел ответ, и я поехал и, решил вот там учиться и там закончил. Трудолюбивый студент с первых дней учебы показывает себя перспективным специалистом, поэтому руководство училища по распределению направляет Умалата на работу в Центр управления космическими полетами в подмосковном Королеве. Центр занимается орбитальными комплексами, космическими кораблями, автоматическими межпланетными станциями и искусственными спутниками Земли. Одновременно ведет научные и проектные исследования и разработку методов, алгоритмов и средств решения задач управления, баллистики и навигации. У меня была вычислительная техника. В те времена это была ЕСовская техника.
Это очень хороший ряд, единая система. Значит, и вот эти машины, это очень большие, правда, занимали 3 зала у нас, но, тем не менее, были очень надежные эти машины. Поэтому, в основном, вот моя задача заключалась в том, чтобы, так сказать, все это дело, расчеты. Короче говоря, значит, вот у меня как его отдел занимался этим. Работа, которой Умалат Марзиев отдал 46 лет своей жизни, безусловно, отразилась на его мировоззрении и характере. Теперь, находясь на пенсии, он не жалеет, что судьба связала его с космической сферой. У меня был товарищ там, заместитель начальника Центра управления полетами Благов. Он был наш земляк, он родился в Орджоникидзе в свое время. И вот, значит, он... сказали, что умер на 84-м году жизни. Но это был великолепный человек и великолепный специалист, потому что не первая, а вот предыдущая космическая станция «Мир», та станция, на которой впервые с американцами там, значит, состыковались и с ними, так сказать, там проводили работу. Но он был очень хороший специалист, он умер. Вот, поэтому, значит, вот иногда вот доходят какие-то эти самые, а так, чего можно там, что по телевизору скажут, то я и смотрю. Сейчас Умалат Марзиев больше времени проводит со своей семьей, но тем не менее он не теряет связь с бывшими коллегами и периодически наведывается к ним в Королев. Туда, откуда и началась головокружительная карьера неординарного человека, чей взор до сих пор направлен в сторону звезд. Амина Бокова, Магомед Даскиев, Новости 24.